У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Нарошчваць аб'ёмы вытворчасці жывёлагадоўчай прадукцыі ў вобласці плануецца за кошт увядзення ў строй буйных комплексаў, дзе сёння рэалізуюцца найбольш маштабныя праекты, на якім этапе іх будаўніцтва, якія інавацыі будуць прымяняцца і што плануецца атрымаць у выніку. Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. 7 буйных малочна-таварных фермаў узводзяцца сёння на Віцебшчыне. Па адной у Віцебскім, Расонскім, Полацкім, Пастаўскім раёнах і адразу 3 на Аршаншчыне. Будаўніцтва вядзецца ў асноўным за сродкі льготных крэдытаў. Прыватныя інвестары, у тым ліку і замежныя, пакуль неахвотна ідуць на ўдзел у сельскагаспадарчых інвестпраектах. За свои средства такие фермы построить нереально. Поэтому практически все объекты у нас это Банк развития Республики Беларусь. Конечно, есть у нас фермы, которые мы достраиваем. Это Клястица, это Карпеки, это средства, которые выделяет Белагропромбанк. Что касается частных инвесторов, много по этому вопросу ведется работы в области. Но, к сожалению, не получается пока их привлечь, потому что все-таки животноводство это достаточно такое рискованное дело. Необходимо больше людей привлекать, но пока не получается. У нас в области единственное иностранное предприятие «Детско-сельский городок», который тоже свои фермы построил по льготным кредитам Республики Беларусь. Остальные инвесторы это в основном наши предприятия Республики Беларусь, которые занимаются газом, электроэнергией. Ну и, конечно, предприятия, которые сегодня успешно работают, им активно банки дают кредиты, они знают, что они кредиты будут вовремя гасить. Это такой, как Витебская бройлерная птицефабрика, это как агрокомбинат юбилейный. Там фермы строятся, финансирование ритмично, все получается. Сярод 7 ажыццяўляемых зараз у вобласці праектаў па будаўніцтве малочна-таварных комплексаў жывёлагадоўчая ферма «Вусця» Нацыянальнай акадэміі навук абяцае стаць самай прагрэсіўнай. Ва ўсякім разе аналагаў укараняемай тут тэхналогіі ў нашай краіне зараз няма. Национальная академия наук планирует применить впервые в Беларуси роботизированную карусель для доения коров. Это не имеет аналогов в Республике Беларусь. Мы выезжали в Германию, смотрели, очень хорошее оборудование, позволяет без ущерба для поголовья исключить человеческий фактор и обеспечить получение молока. Объект находится в высокой степени на сегодняшний момент по графику готовности, и в 2020 году он должен быть введен. Комплектация поголовьем будет осуществляться частично, половина 50% за счет неселей собственных хозяйства, и половина поголовья будет приобретено Академией наук из Инновационного фонда. Наогул у Аршанскім раёне ў бліжэйшыя 3 гады будзе здавацца па адной МТФ штогод. Комплекс філіяла «Цяплечны» РУП «Витебскэнерго» плануецца адкрыць ужо сёлета. Вот мы находимся сейчас в деревне Стайки. Здесь вы видите, уже в этом году, в 2019 должно быть закончено строительство молочно-товарного комплекса на 1210 голов. Филиала тепличный Витебскэнерго. Готовность здесь очень высокая, даже идут с опережением графика ввода. Поэтому к концу этого года мы сюда скот поставим. Комплектация данного молочно-товарного комплекса будет осуществляться за счет собственного поголовья филиала тепличный, а также Витебскэнерго из Полоцкого района, там такой же филиал «Весна», тоже будет сюда доукомплектовывать животными. Кроме того, на 2000 голов вблизи деревни Чурилово будет также построен молочно-товарный комплекс для содержания крупнорогатого скота. Естественно, мы рассчитываем поднять валовое производство молока. На пачатак 2020 года запланавана здача малочна-таварнага комплексу адкрытага акцыянернага таварыства «Витебская бройлерная птушкафабрика» у гарадскім пасёлку Яновичи Витебскага района. Это доильный зал с использованием системы идентификации животных, с системой смыва доильного места после
доения коров, но тоже будет современный доильный зал, который с использованием всех современных методов, которые используются для получения молока. Будет доработка навоза, это его выжим и сушка, и в дальнейшем использование его для подстилки. Это очень хороший метод, он позволяет и сохранить животных, и использовать вторично эти самые экскременты животных. Это тоже будет ноу-хау Витебской области. Вытворчасцю малака віцебская бройлерная птушкафабрыка займаецца ўжо каля дзясятка гадоў. Дойны статак амаль 4000 галоў, якія ўтрымліваюцца ў тым ліку і на 2 буйных малочна-таварных фермах. Сёння вытворчасць малака прыносіць прадпрыемству істотны прыбытак. Мы все время молоко ведем с прибылью. Мы получаем молоко сорта экстра 100% на всех наших молочно-товарных фермах. Большое значение, конечно, имеет то, что у нас свой комбикормовый завод, который позволяет нам производить комбикорма именно тех качеств, характеристик, которые должны идти к нам для производства молока. Самую большую экономику дают сегодня это молочно-товарные комплексы. Вот, поэтому и строятся они, и уже как посмотреть по жизни и по кадрам сегодня есть вопросы, есть проблемы, поэтому здесь молочно-товарный комплекс, это шлейф, это вся технология, которая отработана от выращивания телочки до получения коровы и дальше производства молока. Вся технологическая цепочка. Акрамя малочна-таварных фермаў, у вобласці ўзводзяцца і свінагадоўчыя комплексы. Разработана крупномасштабная программа по строительству свиноводческих комплексов. Значит, на сегодняшний день у нас уже введен в прошлом году свиноводческий комплекс в Толочинском районе. Значит, и сейчас начато строительство уже ОАО «Витебский мясокомбинат», свиноводческий репродуктор на 5000 свиноматок. Это в населенном пункте Пашки Лёзнинского района. Значит, ведутся активно оформление документа для начала строительства свиноводческого комплекса в Варшанском районе. Это деревня Горяны, который тоже будет у нас полноценным свиноводческим комплексом с откормом. Для сучасных высокатэхналагічных жывёлагадоўчых аб'ектаў, якія ўводзяцца ў строй вобласці, неабходны адпаведныя кваліфікаваныя кадры. Адна з задач, якую сёння вырашаюць мясцовыя ўлады, зацікавіць моладзь працай у сельскай гаспадарцы. Проблема кадров всегда существовала, и, к сожалению, в Витебской области она ощущается. Но в области разработана система оплаты труда для специалистов животноводческой отрасли. И она, конечно, дает свои результаты. Сегодня у нас активно молодежь желает после окончания сельхозвузов идти работать в Витебскую область. Создаются определенные условия, прежде всего по заработной плате. Сегодня 1500-2000 любой молодой специалист, который пришел, реально может получить животноводство в Витебской области. Это, конечно, серьезная заявка для работников, поэтому я думаю, что в ближайшие годы, год-два, такой проблемы не должно быть. З уводом у строй пасля рэканструкцыі віцебскага футравага камбіната паўстала пытанне аб забеспячэнні вытворчасці мясцовай сыравінай, у тым ліку аўчынкамі з тонкарунных парод. Аднак у кліматычных умовах Витебшчыны вырошчваць такіх авечак занадта складана. Сегодня занимаемся племенным овцеводством на РУП Витебское племпредприятие. Значит, сегодня требования получения овцеводческой продукции очень жесткие. Требуется для нашего мехового комбината в городе Витебске только тонкорунные и полутонкорунные овцы для их развития. Поэтому, к сожалению, в Витебской области активно сегодня развивается это грубошерстная порода. Это романовская порода, которая хорошо у нас живет, выдерживает наш климат. Овцы вообще, они очень чувствительны вот таким сырым климатом, как у нас. И те вот породы, которые требуются для мехового комбината, они у нас плохо приживаются. Поэтому какие-то направления первоначальные ведутся, но, к сожалению, сегодня у нас нет таких предприятий, которые согласились построить
промышленную ферму и заниматься овцеводством действительно на промышленной основе. Поэтому основные направления – это сегодня фермерские хозяйства, это те люди, которые, как хобби занимаются им. А промышленного пока у нас не получается развить. Меховый комбинат в основном интересует это, конечно же, овчины для обуви, тонкорунные, полутонкорунные. Конечно, они занимаются шубным производством, то есть им нужны ценные породы зверей, это норка, писец. К сожалению, так случилось, что у нас в области только одно фермерское хозяйство занимается норкой. Остальные предприятий таких больших и не было в Витебской области. Поэтому, чтобы сегодня заняться звероводством, нужны большие вливания. Работа ведется по поиску каких-то инвесторов, чтобы этим занялись. Но пока правительством поставлена задача поддерживать имеющиеся в республике звероводческие хозяйства, которые могут обеспечить наш меховый комбинат. В Витебской области мы пока не планируем на промышленной основе заниматься звероводством. На прыватных падворках жыхароў Віцебшчыны раней часта можна было ўбачыць шмат рознай хатняй птушкі, не толькі курэй. Нярэдка сельскія жыхары трымалі качак, гусей, індычак, аднак у прамысловым маштабе ў вобласці пакуль паступова асвойваюць вырошчванне толькі апошніх. Занимаемся мы разведением индейки на городок птицефабрики, отделение Хайсы. На сегодняшний день индейка востребована, так как мясо ее не содержит практически тех холестеринов, которые вредны для здоровья. Поэтому выпускается Витебским мясокомбинатом уже различные полуфабрикаты из индейки, которые используются недостаточным еще спросом, потому что население плохо сегодня информировано, что это и полезно, что это надо использовать, что сегодня это польза большая. Поэтому много закупают россияне, много закупают страны Прибалтики сегодня индейки. Сёння ў нашым традыцыйным апытанні на гарадскіх вуліцах мы спыталі выпадковых мінакоў, якія яшчэ віды мяса, акрамя традыцыйных свініны, ялавічыны і кураціны, ёсць сэнс выпрацоўваць у нашай вобласці. Живем в таком регионе, что, в принципе, больше ничего не хотелось. Мы к этому привыкли, мы это употребляем постоянно. Я пробовала блюдо из индейки, очень вкусно. Мне понравилось. У нас всегда раньше была баранина, где она сейчас? Мясо, шкура, шерсть и так далее. Это было в каждом районе раньше. Я мясо не ем, извините. Так что мне все равно. Индейка, наверное. Почему-то считается, что она более диетическая, более вкусная или более полезная. Не могу сказать. Я не мониторила этот вопрос. Чаще пользуюсь свининой, курятиной. Любое мясо, если есть чем кормить, можно выращивать. Может быть, кролик. Я думаю, овца тоже. Это же было наше традиционное, во-первых. Овцу держали очень много кто. И это мясо тоже такое хорошее для... Кто любит свинину, так и овца тоже хорошо. Мне кажется, это нормально. А индейка чего? Индейка же это вообще диетическое очень мясо. И индейку тоже разводили очень много. Утку разводили. Я знаю, еще в моем детстве озерная утка очень хорошо шла. Гусь шел тоже очень хорошо. Почему? У нас же в Беларуси можно все это выращивать. На это есть и кормовая база. Я считаю, что должен быть в плане мяса разнообразный стол. На сайце тэлерадыёкампаніі Віцебск vtv.by вы таксама можете прымаць удзел у нашых інтэрактыўных апытаннях. Заходзьце і выбірайце адказ, які вам найбольш даспадобы. Там жа змешчаны і тэмы бліжэйшых выпускаў нашай перадачы. Прапановы па іх, а таксама пытанні адказным за іх вырашэнне службовым асобам можна даслаць на наш электронны адрас. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя!